Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какой крутой поворот готовит вам судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте обязательно свой срок. Давайте посмотрим, какой крутой поворот готовит вам судьба. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, тут встреча идет. Встреча. У одних отыграется встреча, а у других знакомство. Но здесь два человечка, они обнимаются, они обнялись. Если мы говорим о встрече, то, скорее всего, с очень приятным, дорогим вашему сердцу человеком. Вы все у меня абсолютно разные. Все разных возрастов, в разных местах живете. Опять же, мужчины меня смотрят, женщины меня смотрят. Смотрите, встреча как будто бы с прошлым, с таким добрым, теплым, положительным, любящим, заботливым прошлым. Здесь прям прилив счастья вы испытаете. Прилив счастья. Какие-то прям проблемы уйдут, либо вы в голове так прокручиваете. Ага, все. Теперь у меня проблем меньше, либо забот меньше. Теперь я с родным, близким человеком. Теперь я заживу другой жизнью. Это у одних отыграется. У других отыграется именно знакомство. Знакомство с человеком, которому вы просто с первых секунд почувствуете и любовь, и привязанность, и нежность. И опять же, человек то же самое почувствует к вам. Здесь как родные души, родственные родные души встретятся. Как-то очень близко вы пойдете на сближение. Либо за первые, несколько часов знакомства очень сильно сблизитесь. Ну, прям как свой, да, роднулечка. Вот, я этого человека как будто бы 100 лет знаю. Невероятное ощущение. И, опять же, смотрите, ваше состояние. Из состояния острого беспокойства, тревожности, стресса, депрессии, упадка сил, апатии, опущенных рук, безверия, да, пессимизма, вы моментально, вот благодаря этому человеку, да, общению с этим человеком, вы возвышаетесь в самые пиковые положительные эмоции. То есть расслабляетесь, во-первых, во-вторых, понимаете, что все замечательно, все прекрасно, я очень счастлива, либо я очень счастлив. Да, как проблемы отступают, как все это плохое от вас отходит, отступает. Замечательный фрагмент, он прям в корне. И это самое быстрое событие из того срока, который вы загадали. И самое светлое, самое позитивное. Так, еще с правой стороны у вас образ человека, который долго на что-то не мог решиться, либо он долго не мог за что-то взяться. Возможно, вы не могли долго на что-то решиться. Возможно, вы не могли долго за что-то взяться. А возможно, это кто-то из ваших знакомых, либо людей, с кем вы, например, в родстве, либо работаете, сотрудничаете. В силу разных обстоятельств здесь была очень значительная заминка между действием и между вот этой как подготовкой, настройкой на действие. Очень долго запрягали, но очень быстро поедете. Либо человек долго запрягал и быстро поедет. Смотрите, здесь все будет получаться. Здесь все будет, да вот прям как доктор прописал, да, все будет идеально, идеально. Вы еще будете такую мысль ловить в своей голове. Почему я так долго собиралась? Либо почему я так сильно сомневалась? Почему я так долго откладывала этот момент? Здесь очень прекрасный старт и стремительное действие идет, да, быстрое, решительное, очень эффективное. То есть все задуманное,
оно очень быстро исполнится, либо очень быстро получится. Ну, вопрос, конечно, у вас останется, почему так долго пришлось ждать, либо почему я так долго не могла решиться. Но в любом случае, здесь как сама судьба дает вам зеленый свет. Да, все дороги открыты, все дороги чистые. Хороший момент. Так, левая сторона. Кто-то из ваших знакомых либо близких. У человека в жизни происходит какое-то улучшение. Человек чего-то начинает добиваться, либо что-то начинает получать. Человека показывают птицей, которая расправляет крылья, готова лететь вверх. Вы за этого человека будете очень рады. Возможно, вы этому человеку помогали в свое время, либо много усилий потратили, да, чтобы человек встал на ноги. Обычно так детей показывают, да, детей, в которых мы вкладываемся, да, бесконечно долго, а потом дети вырастают и парят в небесах гордыми птицами. Но здесь явно ваш ребенок, ну, либо даже внук, может быть, который вот как эта птичка, да, становится на крыло и стремительно летит вверх. Результаты ребенка, возможности, которые открываются у вашего ребенка. Возможно, даже это и не ребенок, может, младший родственник, которого вы в силу обстоятельств, например, воспитывали, помогали всю жизнь. Но вот благодаря вашим усилиям прекрасная птичка становится на крыло. Часики у вас тут песочные вышли. Кстати, это не первая цыпка, где я вижу часики. Вот прям время пришло. Видите? Время пришло. Весь песок сверху вышел и вниз перекатился. Пришло время. Время какого-то одобрения, время какого-то согласия. Пришло время вам получить слово «да». Да? Вот есть слово «нет», что мы вам отказываем, а есть слово «да», мы вам даем. Вот и вам пришло время получить свое «да». Вы все абсолютно разные. Да, вы получите каждый в своем. Да? Вот вы хотели, вы стремились, вы какие-то усилия прилагали, и вам, например, не отвечали, либо вам не одобряли. А теперь вы получаете слово «да». Слово «да» и восклицательный знак. Ну, это прекрасно, это просто чудесно. Еще с левой стороны. Вы на льве кататься будете. Вы прям на льве сидите. Лев небольшой, но это все-таки царь зверей. Да, и это очень большая хищная кошка. По льву очень часто отыгрываются люди, которые способны добиваться каких-то невероятных целей, люди, для которых нет ничего невозможного, люди, которые сами по себе такие вот яркие, огненные, страстные, люди, которые ничего не боятся, никого не боятся. Знаете, как из-под земли могут достать что угодно. Вы катаетесь на этом льве. Либо здесь сотрудничество с очень крутым человеком, который ну просто все может, либо помощь. Да, помощь придет от такого человека. Но вы сверху катаетесь. Скорее всего, этот человек для вас что-то будет делать. Возможно, в вашей жизни никогда не было такого помощника, либо вы никогда не общались с такими людьми. Ну вот, смотрите, прям вас катает. Ну, точно для вас что-то будет делать. Еще львами очень часто проигрываются в моей практике очень хорошие юристы. Юристы, которые там чудеса творят. Вот, если у вас есть какие-то юридические вопросы, либо проблемы, например, с законом, с законностью, то вы встретите просто самого гениального юриста, который для вас, ради вас, под вас все сделает, да, поменяет картинку и все заиграет в других красках. Вы сверху катаетесь, то есть для вас будут делать. Дорога, которая перекрыта, закрыта, как нет возможности куда-то попасть туда, куда я хочу, либо туда, куда мне надо. Смотрите, здесь есть какой-то обходной путь, либо другая возможность, другой маршрут. И совсем скоро вы об этом узнаете. Узнаете совершенно случайно, начнете разбираться и поймете, что да, есть более, там, например, короткий путь, либо более там, по цене приятный, более безопасный путь, да, как какая-то стежка-дорожка, да, обходной маневр. Вот что у вас идет. Значит, если вы куда-то попасть не можете, не спешите расстраиваться. Немножечко подождите, и судьба вам подкинет другие варианты, как вам достичь желаемого, да, как вам отправиться в желанный путь. Здесь, вот смотрите, одна закрыта, зато вторая открылась. С правой стороны у вас новые горизонты.
новые горизонты. Это то, о чем вы сейчас не знаете, не думаете и даже в голове не содержите. Здесь у вас будет расширяться кругозор. И, ну вот смотрите, перед вами целое такое огромное поле возможностей открывается. Возможностей, о которых вы никогда не думали. Вы даже не представляли, что такое в жизни существует. Ну, допустим, вы человек, который для себя откроет, там, не знаю, заработок в интернете. Ну, это как пример. Либо человек, который знает о какой-то там новой профессии. И вы поймете, что, о, мне это нравится, я хочу попробовать. Либо, о, я что-то приблизительно этого делал, либо умею делать. То есть огромная такая нива, где вы сможете не только себя реализовать, но и заработать. Причем заработать неплохо. Так, еще здесь, как закладывается гнездо. Птица, видите, закладывает свое гнездо. Ей еще, конечно, очень много работы предстоит над тем, чтобы построить это гнездо. Но уже первые веточки были заложены. Еще одна веточка в клюве у птицы. Смотрите, возможно, это вы, и вы на пути к своему собственному жилью. Возможно, это ваш партнер, который начинает действия, совершать действия по приобретению жилья, либо по строительству жилья. То есть уже как фундамент заложен, первые веточки положены. Птица очень большая, у птицы хватит и сил, и выдержки, и энергии, и запаса прочности на то, чтобы гнездо это построить. А возможно, вы и место найдете. Не только начнете строительство, но и определитесь с местом. Вот где я хочу жить, где мне нравится. Может быть, сама судьба вас приведет в определенное место, где вам действительно будет и комфортно, и хорошо. Потому что здесь еще и дорога у птицы определенная, определенный маршрут, где птица строит это гнездо. Еще коса с вашей стороны. Коса. Я так понимаю, кого-то вы будете от себя отсекать. Кто-то из вашего окружения поведет себя очень нечестно и неблагородно. Человек, возможно, давно испытывал ваше терпение, вы все прощали. А возможно, человек действительно очень сильно проштрафится перед вами. И вы этой косой будете человека отсекать. И знаете, это очень правильное и мудрое решение. Отдалиться от того, кто, например, опасен, потенциально опасен. Либо человек, который не уважает, не ценит, либо только собой занимается. Вот как ненужного человека, либо даже опасного человека, вы от себя будете отсекать и правильно будете делать. Так, здесь у вас тройка вышла. Тройка, единичка. Возможно, это как цифра, 31. Через 31 день, либо 31 числа. Что-то произойдет потрясающее. Потрясающе прекрасное с вами в вашей жизни. То, что повлияет на ваши планы. То, что повлияет не только на ваш сегодняшний день, но и на будущее. Смотрите, я вижу вас абсолютно счастливым человеком. Глаза полные счастья, возможно, даже наполненные слезами счастья. Какое-то невероятное событие вас ждет. Но вы все разные. Здесь просто показали, что будет событие. И либо через 31 день, либо 31 числа. Так, чуть выше показывают картинку двух людей, которые сначала дрались, а потом они начали друг друга обнимать. Возможно, это какая-то конкуренция. Возможно, это какая-то борьба. Возможно, это какие-то не очень приятные взаимоотношения между людьми. Как люди поймут, что нам нужно не ругаться, драться, а нужно наоборот объединиться. И что ближе и роднее, чем мы у друг друга, никого нет. Здесь под влиянием того, что сверху падает X, крест, это не крест, это именно X, люди прекращают драться, и они объединяются. У них союз образовывается. Тут и понимание, там и двойка, кстати, вышла. Двойка, союз образовывается. Я так понимаю, что вы и ваш партнер, вы постоянно ссоритесь, ругаетесь. Будет какая-то неприятная ситуация, и вы объединитесь, и вместе эти сложности, трудности порешаете. А у кого-то отыграется, что это вы, например, ваша свекровь, с которой вы там друг друга недолюбливали, так мягко сказать.
перед лицом каких-то неприятностей вы тоже объединитесь и прям вместе, все будете делать вместе, друг другу будете очень помогать. Кстати, вот это объединение, оно идет в бесконечность. То есть объединившись, помирившись один раз, вы уже по жизни пойдете как друзья, как единое целое. Хороший очень знак. Так, еще один крутой поворот. Я вижу беременность. Беременность. Смотрите, у одних отыграется, что вопреки тому, что вы предохранялись, да, вы забеременеете. А у других отыграется, что вы уже беременны, но ваш организм, ваше тело не подает никаких сигналов. Как говорится, ничего не предвещает. То есть это будет большим удивлением. Большое-большое удивление вас ждет. Видите, высшие силы распорядились так, дать вам ребеночка. Так, по центру. Здесь свыше, сверху человек что-то получает. Причем есть маленькая подкова у человека. Но обычно такими знаками отыгрывается помощь небес и помощь, например, государства. И так может отыграться. Вы все разные, у каждого будет по-своему. Но вижу, что вы получаете что-то небольшое, но вовремя, в нужный момент. И опять же, если вы никогда не получали помощь, то для вас это как-то прям совсем приятно будет. Крайне приятно. Получаете, вам повезет. Вам повезет, вы будете получать помощь, поддержку, может быть, какие-то выплаты, пособия. Если мы говорим о высших силах, то исполнение. Вот вы попросите у небес, да, вот так мысленно: ой, пожалуйста, дайте мне это, либо помогите в том. И вам это просто мгновенно будет дано. Потому что вы человек, вы хороший. И опять же, у вас маленькая подковочка есть. Так, самый венец, самая верхушка у вас корона. Корона, кстати, очень красивая и правильная. Но по короне обычно у нас проходят победители и люди, которые получают большие полномочия, высокие должности, полномочия, либо становятся лидерами. Да, лидерами, например, лидер в какой-то группе людей. То есть эта корона, она ваша. На вашу голову она точно будет надета. Даже если вы того не хотите. Даже если вы себя не видите победителем либо лидером. Но корону на вас наденут. А она вам только по размеру. Понимаете? Если не вы, то никто. Будете еще у меня коронованной особой. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.